Первый объект в списке проверяющих из Роспотребнадзора – школа номер 2. Здесь обучается порядка 700 детей, 435 из которых в начальных классах. У входа в образовательное учреждение стоит металлическая рамка, есть антисептик и рециркулятор, измеряющий температуру. Но больше ревизоров интересует санитарное состояние пищеблока. Надписи везде имеются у вас? Имеется. Маркировка есть везде? Так, это для чего стол? Для хлеба. Для хлеба. А почему у вас здесь? Это мы завезли товар. Ну, нельзя их хранить, у вас для этого есть кладовые помещения. Перемещайте в кладовые помещения. Сырые овощи, москитные сетки. Вот у вас окно открытое, москитной сетки нет. Где москитная сетка? Нарушение есть, которое необходимо устранить в срочном порядке, доводят до руководства школы сотрудники Роспотребнадзора. Далее осмотр кладовых помещений и пищевых цехов. Их здесь около 10. По поводу одного из них Хава Чариева делает очередное замечание. Смотрите, хранение уборочного инвентаря в моечных помещениях для посуды запрещено. Отдельный кладовой хамитиш не хранить даже. Я не в курсе. Я помню, да. Вот нужно отсюда все убрать. Маркировка юлжм ищем масна. Вот маркировка имеется, только уберите отсюда все это и ведра. Хорошо. Чтобы к началу сезона учебного этого всего не было, хорошо? И этот режим мытья посуды повесьте обязательно. Далее проверка учебных помещений на предмет наличия здесь обеззараживающих средств, исправного освещения в актовом зале, что обязательно для безопасного времяпрепровождения здесь детей. И, конечно, во всех кабинетах должны быть установлены термометры, ведь температура в кабинетах не должна превышать 25 градусов. Впрочем, здесь нареканий нет, да и видно, что директор школы к санитарным требованиям относится серьезно. Я хочу вообще вот эту рамочку сюда перенести, вот сюда перенести. Вот ребенок рамочку прошел, подошел, ручки, обработал. Температура. Ага, да, я вижу, как они лежат. У вас же журналы ведутся, регистрации. В каждом классе у нас бактерицидная лампа. В каждом классе. В каждом кабинете есть, во всех кабинетах лампы есть. Дезинфекция, уборка. Как Всё часто есть. проводите? Мы проводим так, перемена береж ардоли, юхдач долхи, поруч жмалю, сан Дезинфицирующим средством? Есть шорт, на год хватит. А это лицей, детский сад. Дети сейчас репетируют танцевальные номера к 1 сентября. Уже у входа в учреждение у сотрудников Роспотребнадзора появилась масса вопросов. К примеру, почему посетители лицея без медицинских масок, не говоря уже, что антисептик здесь стоит, по-видимому, просто как часть декора. Сегодня у нас перекличка, намоем школу, продезинфицируем и все, готово. На входе единственное, там у вас не ведется контроль наличия масок и термометрия. Так, ну пока у нас перекличка, поэтому все это... Ну и на пищеблоке мне сказали, что еще продолжаются ремонтные работы. Там у нас кое-что, ну по мелочи у нас осталось буквально мы там просмотрели. 200 картины. Ада Газдиева, в свою очередь, объяснила, что здесь идут ремонтные работы, и сотрудники лицея в спешном режиме готовятся к 1 сентября и просто не уследили за посетителями без масок. И правда, здесь вовсю идет косметический ремонт, побелка стен и уборка помещений. Школа готова к встрече учеников. Мы провели ремонт косметический во всех помещениях. Также в кабинетах. Все это мы сделали при помощи родителей, они нам оказали посильную помощь. В столовом, в пищеблоке тоже был проведен небольшой ремонт. Оборудование все отремонтировано. К детям, к приему обучающихся, к организации горячего питания мы готовы. Сегодня у нас перекличка и вот такой вот небольшая суета в школе. Да, мы упустили этот момент, масочный режим, но мы это все исправим и температурный режим будем поддерживать. Сотрудники Роспотребнадзора отмечают, рейдовые мероприятия на предмет готовности школ к учебному году пройдут и в других учреждениях, ну а сегодняшние проверят еще раз, чтобы убедиться, что выявленные нарушения устранены. Акцентировалось внимание на готовность школы принять детей, то есть на самый пик состояния школы, на наличие ремонта, свежего ремонта в школах, на
на наличие противоэпидемических мероприятий, на соблюдение противоэпидемических мероприятий, состояние вообще пищеблока. Некоторые замечания отмечены были, но все еще продолжается работа по устранению всех нареканий. Также продолжаются ремонтные работы во всех школах. И к открытию школ эти замечания будут устранены. В День знаний в российские школы пойдут более 1 миллиона детей, и важно уже сейчас обезопасить их путь к знаниям. Адам Мережков, Магомед Даскиев, Новости 24.